Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Честный разговор». В ней мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем самые важные события региона. Честно и с разных позиций. С вами в студии Ирина Ефимова. На днях президент России Владимир Путин объявил о начале постепенного снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19. Власти регионов должны действовать по ситуации и решить, можно ли смягчать режим самоизоляции. По решению главы Якутии Айсена Николаева ограничения сняты в ряде населенных пунктов. В большинстве муниципалитетов разрешили одиночные занятия спортом на улице и прогулки с семьей. К работе возвращаются некоторые организации. И все же до полной победы над вирусом еще далеко. Периодически коронавирус выявляет в новых районах республики. Общее количество заболевших перевалило за отметку в 600 человек. Поэтому в крупных городах нашей республики режим самоизоляции продлен до 31 мая. Как мы видим, ситуация меняется ежедневно. Новости поступают со всего земного шара, и обстановка разная везде. Такие тревожные условия являются благоприятными для распространения недостоверной информации, то есть фейков. Как же сориентироваться в этом потоке и отличить фейк от правды? И к каким последствиям может привести распространение фейковых новостей? Давайте обсудим это с экспертами в сфере информационной безопасности. На связи с нами эксперты, которые отслеживают фейки по всей стране и профессионально умеют отличать настоящие новости от фальшивых. Это Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета, Тимофей Ви, заместитель руководителя ОНО «Диалог», на базе которого работает Федеральный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, и Александр Малькевич, журналист и председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций в Общественной палате Российской Федерации. Здравствуйте, коллеги. Расскажите, каким образом вы и ваши организации отслеживают фейки? И как с ними поступаете дальше, когда их обнаружите? Екатерина, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. С начала апреля этого года Лига безопасного интернета обнаружила порядка 5841 сообщения фейкового о коронавирусе. К нам поступило порядка 16 тысяч звонков на горячую линию от граждан России в связи с распространением фейковых сообщений. И мы, конечно, очень благодарны тем пользователям сети, которые обращают внимание на распространение таких фейковых сообщений. Не только на горячую линию поступает нам большое количество звонков, но много обращений мы получаем и в социальных сетях, не только от простых граждан, но и от администраторов сообществ и различных пабликов. Действительно, поток фейковых сообщений колоссальный, которые распространяются. Они распространяются практически во всех регионах. Якутия здесь не исключение. И много наших ребят сейчас занимаются выявлением этих фейковых сообщений. 120 человек у нас занято в этом направлении. Работают с нами и активисты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Часть из них работает очень активно и в Якутии. И руководитель отделения Олег Попов и его команда занимаются тоже выявлением фейковых сообщений. Для выявления этих сообщений мы используем как и автоматизированную систему, также мы обрабатываем поступившие звонки и сообщения от граждан. И, естественно, ищут фейки на пространствах сети и наши волонтеры и сотрудники. И после того, как вы их обнаружите, вы с ними что делаете дальше? Ну, основная задача – это обнаружить фейковые сообщения, удостовериться, что действительно эта информация является недостоверной, то есть найти опровержение этой информации, либо не найти его, да, и не посчитать это сообщение фейковым. Дальше каждый активист и волонтер или сотрудник, он направляет жалобу в администрации либо мессенджера, либо социальной сети, чтобы такое сообщение было удалено, либо заблокировано. Самые вопиющие факты мы передаем в правоохранительные органы, и дальше они уже занимаются той работой, которую они делают. То есть либо привлекают людей к административной ответственности, либо в ряде случаев к уголовной ответственности. Спасибо, Екатерина. Вопрос к Тимофею. Тимофей, какой инструментарий работы у вашего информационного центра? У нас есть и автоматические средства мониторинга, и, конечно же, ручной мониторинг. У нас есть также собственные разработки, которые частично позволяют мониторить мессенджеры. И после того, как вы находите фейки, что вы с ними делаете?
Ну, смотрите, мы не находим фейки как таковые, мы находим подозрительную и одиозную информацию, которую мы в любом случае верифицируем. Это первое, что мы делаем. Для этого у нас есть возможность быть на связи со всеми регионами нашей страны, и через их администрации, через наших контактных лиц мы верифицируем, действительно ли информация фейковая или нет. Например, информация, что там в какой-то больнице вспышка и 25 заболевших. Мы можем в течение очень короткого времени верифицировать внутри для себя эту информацию, понять, фейк это или нет, и если это фейк, уже в дальнейшем приступить к процедуре его отработки. Наша цель не только найти фейки, но наша цель обеспечить реагирование органов исполнительной власти, в первую очередь региональных, по опровержению этого фейка. То есть эти опровержения, безусловно, должны быть размещены оперативно и желательно там, где этот фейк был создан, где он появился. То есть если мы говорим о фейке в Телеграме, размещать в Телеграм-каналах. Если это ВКонтакте, то местные паблики и комментарии. Если это YouTube, ответ на YouTube. Но понятно, что такое удается не всегда, тем не менее, системно такая работа, разумеется, ведется. То есть мы ищем, проверяем и опровергаем. Поэтому, наверное, очень важно, чтобы у регионов было представительство в каждой социальной сети официальное. Безусловно. Спасибо, Тимофей. Александр, вас можно назвать разоблачителем фейков. Вы регулярно разоблачаете конкретные фейки в своих каналах на YouTube и в Телеграме. И вот какая у вас методика и что вы можете сказать о распространяемых сейчас фейках? Еще раз здравствуйте, коллеги, уважаемые зрители. Скажем так, главное направление, или выражаясь сленговым языком, фишка того направления, которым я занимаюсь, это максимально опубличивать самые дикие, самые нелепые слухи для того, чтобы у людей вырабатывался против вот этого информационного вируса коллективный иммунитет. Потому что у меня даже среди знакомых, среди родных находятся люди, которые каждый день мне пытаются за чистую монету продать те слухи, те фейки, которые каждый день мы развенчиваем. Именно поэтому действительно есть проект на YouTube моего видеоблога, где я с конкретными примерами разбираю самые дикие, нелепые слухи. Веду рубрику у себя в Телеграм-канале, и мы с коллегами, журналистами, блогерами организовали, запустили целый сайт Coronafake.ru. Более того, я хочу обратить ваше внимание, что ссылка на него стоит на официальном сайте о ситуации с коронавирусом в нашей стране, Stop Coronavirus RF. Поэтому люди, которые каждое утро знакомятся с цифрами инфицированных, выздоровевших или, к сожалению, ушедших из жизни, могут потом продолжить изучение ситуации с коронавирусом уже на нашем портале, где мы рассматриваем все случаи такие, даем скриншоты, значит, показываем, как этот фейк запускался, его разбираем, его структуру. В том числе все это максимально наглядно, чтобы все понимали, что если, не дай бог, там через 3-4 дня в Якутии появится какой-то нелепый слух, это легко проверить, прокачать через наш сайт, да, и увидеть, что подобная история, например, была 3 недели назад где-нибудь там в Поволжье. И обязательно, о чем говорил Тимофей, обязательно даем опровержение органов власти. Мы работаем с ними, пытаемся их научить в социальных сетях работать, потому что так, как раньше, информирование населения невозможно. Нужно работать на опережение, на борьбу с негативом. Уже нету даже тех 3 часов, что были раньше. Максимум час. Вот появился вброс, и органы власти должны реагировать моментально. К сожалению, это понимают не все. До сих пор там сутки-два идут согласования пресс-релизов. И тем важнее позитивные примеры регионов и региональных лидеров, которые, как уже сказали мои коллеги, знают, как через социальные сети общаться с людьми, успокаивать, объяснять, информировать. Ну, безусловно, здесь, конечно, и опыт вашей республики, и непосредственно Айсена Николаева, который еще до даже пандемии с коронавирусом проводил этот исторический, да, эфир через, по-моему, сразу 3, 4 или 5 социальных сетей одновременно. Это вот те практики, которые мы тиражируем по линии Общественной палаты и в других регионах нашей страны. Спасибо большое, Александр.
Вопрос следующий ко всем экспертам. Мы заговорили о том, что есть разные площадки, а можно ли среди них выделить те площадки, на которых фейки распространяются активнее всего? И сколько вам удалось выявить фейков вот с начала борьбы с коронавирусом? Тимофей, вам слово. Безусловный лидер по распространению фейков – это WhatsApp. Мессенджер, тут все понятно. Здесь причина в первую очередь в том, что люди, получая сообщение в мессенджере, всегда получают его от какого-то своего знакомого или человека, с которым они стоят в одной группе. И уровень доверия к такому сообщению, конечно же, выше, чем абстрактное какое-то одиозное сообщение, которое они могут увидеть где-то там на сайте, в интернете или где-то еще. Поэтому мессенджеры стали ключевой площадкой, и среди них, конечно, безусловное лидерство — это WhatsApp. Мы не раскрываем цифры по тем фейкам, которые мы обнаруживаем и отрабатываем. Тем не менее, могу сказать, что за март-апрель мы видим значительное в 2 раза падение фейковых тематик. И там есть несколько причин, конечно, к этому. Самое первое — это, безусловно, введение законодательства, ужесточающего ответственность за распространение фейков о коронавирусе. Безусловно, влияет, конечно, просвещение людей. Люди начинают больше понимать о том, что такое коронавирус, и у них возникает меньше заблуждений. И, наконец, и, конечно же, органы исполнительной власти львиную долю участия в этом оказывают, и пропагандируют, и рассказывают людям о том, что такое коронавирус, как с ним борются, какие меры принимаются, и делают это достаточно активно. То есть не просто пресс-релизы и какие-то ТВ-выступления, а прямо в соцсетях, там, где находятся люди. И третье, самое, наверное, тоже важное, у людей, в принципе, усилился этот скептицизм и увеличилась настороженность по отношению к непроверенной информации. Если раньше люди еще не понимали, что такое фейки, и все принимали за чистую монету, то сейчас, конечно же, люди знают, что есть такое явление, как фейки, что оно достаточно опасно. Это понятно, что это социально опасное явление. И более того, рядовой гражданин может абсолютно случайно получить за него вполне весомый штраф, даже если он искренне заблуждался, то есть пострадать. Поэтому, конечно, нужно быть бдительным, и мы видим, что уровень этой бдительности растет. Спасибо, Тимофей. К Александру вопрос: как часто удается установить первоисточник, каким образом и, вообще возможно ли это? Нет, конечно, возможно, и тем более, что определенную поддержку нам оказывают и киберволонтеры, и профессиональные киберволонтеры, так сказать, патриотично настроенные хакеры, поэтому вычислить IP-адреса возможно. Но я хотел развить то, о чем говорила Екатерина. К сожалению, на почве коронавируса мы переживаем настоящую волну атак, которые идут на нашу страну извне. Большинство, впрочем, действительно с территории Украины, по понятным причинам, потому что там вот эти вот боты украинские, они ненавидят Россию, готовы работать, образно говоря, за еду, знают русский язык и немножко представляют себе наш менталитет. И поэтому огромное количество вот этих постановочных вбросов происходит. При этом, вы понимаете, огромный наплыв атак был как раз в связи с 9 мая. Масса провокационных фотографий, постановочных, поддельный фейковый ролик о том, что, якобы за нарушение самоизоляции задержан и оштрафован ветеран на улице. И много-много, подобного. И отдельный всплеск, конечно. Кстати говоря, именно с территории Украины целая серия была хакерских атак, например, на сайт Бессмертного полка онлайн. И в том числе, к сожалению, загружали даже фотографии офицеров вермахта, фашистов, в качестве героев войны. То есть это спланированные провокации, очень много было подобных историй. И отдельное большое направление, к сожалению, связанное с коронавирусом, это мошенничество. Вот это кибермошенничество, фишинг, направленное на либо просто на хищение денег, либо на хищение данных вашего компьютера, до получения доступа к браузеру, к данным вашей банковской карточки. К сожалению, все эти услуги мошенников, так называемые услуги, рекламируются на площадках, с которыми мы не можем совладать, потому что Facebook, Instagram,
постоянно в качестве, в том числе, контекстной рекламы нам выбрасывают предложение купить безлимитный цифровой пропуск для свободного там посещения городов и регионов страны, для свободного перемещения по Москве. Кроме того, имитируя, значит, аккаунты реальных федеральных СМИ Первого канала, ВГТРК, РИА Новости, размещают фейковые объявления, которые начинаются, что вот только что подписан указ правительства о начале выплат всем пострадавшим от самоизоляции, но для этого нужно перейти по такой-то ссылке. Продолжая тему специальных вбросов, ну, самое, конечно, яркое, к сожалению, да, что было в апреле, удалось нам совместными усилиями всех присутствующих здесь победить, это когда в течение 1,5, максимум 2 дней во всех региональных пабликах, во всех регионах страны появились сотни однотипных сообщений о том, как, значит, доедают суп из последних остатков, там чуть ли не кашу из топора одинокая мама воспроизводит, чтобы вы просто понимали, насколько это все спланировано. Каждые 5-8 минут в разных регионах появлялось это сообщение. Просто по цепочке, по заранее, значит, по прописанному плану все это происходило. Ну и бывают, конечно, смешные немножко фейковые вбросы мошеннические. Последняя история, с которой я разбирался, это когда... Но просто плохо, что такие вещи размещают даже в российских социальных сетях, на Яндекс.Дзен, о том, что на совещании у президента страны министр МЧС Владимир Пучков, который уже 1,5 года не министр, сообщил, что теперь, значит, для закрепления режима самоизоляции нельзя людям мыть окна. Иначе будет штраф, за повторное нарушение еще штраф. И заканчивался текст сообщением, что женщина спаслась, потому что есть магнитный фиксатор, который помогает с помощью специальной щетки мыть окна. Стоит он столько-то, можно приобрести там-то. Вот. Ну, в общем, и подобных историй огромное количество. Вот в ежедневном режиме приходится все это вылавливать и объяснять людям. И это я еще не затрагиваю нашу любимую с коллегами тему про YouTube, где миллионными тиражами распространяются ролики, полная ахинея, значит, конспирологическая, да, ну, понятно, значит, коронавируса нет, все придумал Билл Гейтс, что там еще, значит, вышки 5G приводят к коронавирусу, чипизация людей, сейчас идет отдельный вброс, что шенгенскую визу не будут давать тем, кто не чипирован, коронавируса нет, людей больных разбирают на органы и так далее, и так далее, и так далее. А страдают обычные люди, которые это все потребляют ежедневно, начинают пересказывать своим знакомым и подпадают под действие закона о фейках, как это и произошло в Томмоте у вас в Якутии, когда значит, пожилая женщина стала пересылать там по WhatsApp-чатам вот тот бред, который она почерпнула и из YouTube. Спасибо нашим экспертам. Мы не прощаемся. К разговору с ними еще вернемся. А сейчас немного о том, как меняется восприятие информации во время пандемии. И к нам подключается Нарьяна Гаврилева, руководитель Центра социальных технологий Республики Саха-Якутия, психолог, комьюнити-менеджер. Нарьяна, добрый день. Добрый день, Ирина, коллеги. Почему люди так охотно верят разным байкам? И верят ли они сейчас, во время вот такой нестандартной ситуации, охотнее в фейки? Кто вот подвержен, да, воздействию такой информации? Это, как правило, люди старшего поколения, которые помнят и утаивание Чернобыльской, вот все помним, да, 90-е годы. Ну, то есть таким накопленным травматическим опытом недоверия официальной информации. И сейчас мы наблюдаем иногда даже парадоксальные ситуации, когда бабушки на самом деле рациональнее боятся ездить в автобусе. Ей рациональнее боятся толкаться в очередях в банк. А она сидит в WhatsApp и обсуждает вышки 5G, Билла Гейтса, и где-то там сидит у себя и боится вот этих вот вещей, которые, в принципе, ее не касаются. То есть мы видим, психологический фактор, что люди вытесняют реальную опасность, и ее легче заменить чем-то другим. Плюс к этому еще добавляются вот эти сами фазы.
Если мы имеем дело с таким большим явлением, а это большое психологическое явление сейчас, то все помним, да, как мы сами даже, может быть, смеялись в январе, феврале над Уханем. Помните вот эти все мемы, да, такие смешные. И фаза такая, можно сказать, это сравнить с детьми. Такая фаза легкомысленная. Потом фаза сомнения наступает, правда ли это. Потом фаза сопротивления, она очень долго шла и до сих пор идет у некоторых. И прежде чем перейти к той фазе, которой к нам призывает, в принципе, руководителей и государства, к фазе ответственности, нужно же пройти принятие, осознание и включить такую здоровую критичность. И тут идут сбои. Хорошо, еще один вопрос. Нарьян, регулярные новости у нас когда идут о том, что растет количество заболевших, о том, что появились летальные случаи. Это все негативно влияет, конечно, на психику людей. И что вы посоветуете тем, кто очень близко к сердцу эти новости принимает и переживает? Тут два момента. Вообще эта вся информация негативная, ее можно воспринимать как такой информационный фастфуд. То есть скажи мне, что ты ешь, я скажу, что ты, да. И людям нужны сейчас, уже идет стадия послабления режима, постепенно страна будет выходить, и нам всем понадобятся силы, ресурсное состояние. И чем больше мы будем поглощать эту негативную информацию, у нас не будет сил для нормальной жизни. Поэтому отказаться от смакования негативных новостей, как правило, фейковый – это весь негатив. И сейчас нужно будет сконцентрироваться, это очень серьезный момент, потому что объективно и безработица есть, и падение бизнесов многих. Поэтому нужно сконцентрироваться на задачах, которые нам стоят делать. Спасибо, Нарьяна, большое. Уверена, что ваши советы будут полезны нашим зрителям. А мы возвращаемся к нашим экспертам и к главной теме – как же защититься от фейков. В интернете сегодня гуляет масса новостей про коронавирус. Это и теории заговоров про его создание, и байки про методы борьбы с инфекцией. Гости эфира уже рассказали о некоторых сюжетах. Конечно, читать все это забавно, но некоторые фейки влекут вполне реальные последствия. Например, панические сообщения о нехватке масок в аптеках привели к бешеному спросу на них и к росту цен по всей России. Интересно, какова карта распространения фейков относительно регионов России? Возможно, есть какое-то зонирование? Спросим наших экспертов. Давайте начнем с вас, Александр. Да, я понял, спасибо. Вы знаете, конечно, поскольку мы уже с коллегами здесь не раз говорили о том, что 2/3 фейков, а может быть и 3/4 идут целенаправленно извне, они направлены на то, чтобы расшатывать ситуацию, конечно, в конкретных регионах, федеральных округах. Больше всего бьют по Северному Кавказу, по югу России, то есть Краснодарский край, как я сказал, Северный Кавказ, понятно, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и еще там ряд мегаполисов. То есть действительно Дальний Восток в этом плане смотрится получше. Если там не брать, конечно, в расчет Приморский край, поскольку там тоже такая она приграничная территория. В Якутии мы вылавливали несколько фейков, которые, в общем, были относительно безобидными. Тимофей, а что скажете вы? Кто из регионов наиболее активный генератор фейков? Мы не склонны, говоря об ИЦК, да, мы не склонны давать какую-то оценку регионам или федеральным округам и говорить о том, что там те больше, те меньше. Соглашусь с Александром, Якутия – это достаточно спокойное место, и фейков здесь появляется немного. Екатерина, а что вы можете сказать конкретно про распространение фейков в Якутии на общем фоне? С начала апреля нами выявлено порядка 300 фейковых сообщений на территории Якутии. Можно сказать, что это в основном около 10 тем, и большая часть из них распространяется на территории всей Российской Федерации. Также очень активно распространялись фейковые сообщения об отсутствии средств индивидуальной защиты у медицинского персонала в различных медицинских учреждениях республики. И еще один фейк, о котором я сегодня уже говорила, это информация о том, что медицинские маски, которые придут раздавать некие врачи и полицейские, якобы заражены ядом, либо
Ну и, соответственно, в последующем квартиру вашу обворуют. Вот эти сюжеты в основном распространялись на территории Якутии. Действительно, ситуация у вас выглядит получше, чем в ряде других регионов России. Это в первую очередь Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Крым, Севастополь, различные северокавказские республики, Астраханская область, Саратовская, которые, по нашему мнению, являются одними из лидеров по распространению такого рода фейковых сообщений. Спасибо, коллеги. Да, действительно, хотя Якутия на общем фоне выглядит и достаточно хорошо, но, к сожалению, якутяне не только подхватывают чужие фейки, но и создают их сами. Тех, кто распространяет недостоверную информацию, разыскивают правоохранительные органы. И наказание за это сейчас серьезное. С нами на связи Семен Ефремов, заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по Республике Саха-Якутия. Семен Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Семен Николаевич, ответственность за распространение ложной информации ввели совсем недавно. Какое наказание она предусматривает и при каких условиях? За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавших угрозу нарушения общественного порядка, предусмотрена административная ответственность по части 9 статьи 13.15 Административного кодекса. По ней нарушителю грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. А также с этого года действуют две нормы, новые статьи Уголовного кодекса, статья 207.1 и 207.2. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также повлекшие тяжкие последствия. По этим статьям предусматривается, соответственно, по прим.1 штраф от 300 до 700 тысяч рублей или штраф в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от года до 1,5 лет. Либо наказание в виде обязательных работ до 360 часов, либо исправительных работ до 1 года. Сколько фейков зафиксировали в Якутии с начала введения режима повышенной готовности и сколько злоумышленников удалось привлечь к ответственности? Ну, по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 44 случая. По 14 фактам составлено 16 протоколов и направлено в суд. По 3 материалам проводится проверка, по 3 административное расследование. Ну и на сегодняшний день состоялся 1 протокол. Рассмотрен судом, это в Ленском районе. Нарушителя, человека, оштрафовали на 15 тысяч рублей. А какие мотивы у этих распространителей? То есть неужели это действительно все злоумышленники со злым умыслом делают? Ну, как показала практика, можно выделить две категории распространителей, самых таких распространенных. Это те, кто руководствуются хулиганскими побуждениями. И те, кто по незнанию рассылают поступившие к ним информацию в другие группы. Спасибо большое, Семен Николаевич. Ну что ж, как мы видим, стать жертвой фейк-ньюс очень просто. И коварство ситуации в том, что часто люди распространяют фейки из лучших побуждений, желая предупредить своих близких. Давайте попросим наших экспертов поделиться накопленными знаниями по распознаванию ложной информации. То есть, как отличить фейк от правдивого сообщения. Екатерина. Первый признак, который должен насторожить, это то, что информация передается очень эмоционально, с такой очень активной эмоциональной подачей. Чаще всего такая информация эмоциональная видна в сообщениях, которые пересылаются в виде аудиофайлов.
Большая часть фейковых сообщений, она приходит к пользователю именно путем пересылки, то есть какой-то пользователь другой вам это сообщение пересылает. В этом сообщении очень часто говорится о том, что либо нужно сообщение переслать максимальному количеству пользователей, либо, наоборот, эту информацию держать в секрете, потому что она тайно была каким-то образом передана. В каждом фейковом сообщении есть кусочек правды. Мы ведь с вами не опровергаем существование полиции, мы не опровергаем существование врачей скорой помощи, не опровергаем существование МЧС. Соответственно, когда вы получаете это фейковое сообщение, в котором говорится, что новость пришла с совещания в полиции, сообщили врачи скорой помощи, там-то состоялось совещание, получили такую-то информацию. И наш мозг, видя вот эту подсказку, в виде слова «врач», в виде слова «полиция», в виде слова «МЧС», он автоматически начинает эту информацию усваивать как практически правдивую. И поэтому мы так на это реагируем и начинаем, в свою же очередь, дальше пересылать это фейковое сообщение другим пользователям. Вот это, наверное, ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну и также, конечно, всю эту информацию вы никаким образом не сможете ни подтвердить, ни найти в официальных источниках, а это порталы органов исполнительной власти, сайты больниц, иных учреждений. И также не сможете найти эту информацию и подтвердить в средствах массовой информации. Спасибо, Екатерина. Александр? Я благодарен Екатерине Мизулиной. Она очень четко обозначила базовые признаки фейковой информации, которая, к сожалению, каждый день сотнями и тысячами распространяется вокруг нас. Коронавирус рано или поздно закончится, и ограничительные меры уже начинают сниматься. И более того, здесь очень велика и значима роль региональных властей, которые получили дополнительные полномочия от главы нашего государства. И в тех регионах, к которым, безусловно, относится Якутия, где есть хорошо работающая, эффективная управленческая вертикаль, где выстроена грамотная информационная политика, я надеюсь, что вот этот выход из ограничительных мер будет плавным, грамотным, и люди будут получать информацию, исчерпывающую от власти, что в свою очередь снизит накал страстей в социальных сетях и сократит количество вот этой самой фейковой информации. Потому что фейки появляются там, где происходит замалчивание, недомолвки. Фейки заполняют информационные пустоты, как я уже говорил, пока отдельные чиновники сидят и думают, чтобы им такого рассказать в пресс-релизе, чтобы ничего не рассказать. Вот, к счастью, во главе Якутии находится прогрессивный менеджер, который понимает, как работать в социальных сетях, с социальными сетями. Человек открытый, в том числе техническому прогрессу. И это здорово. В этом плане Якутия входит, наверное, в первые, если не 10, то 15 регионов страны, где информационная подача правильная. Эти практики нужно распространять дальше. В этом плане Общественная палата будет таким рупором. И чем больше информации открытой, правдивой, чем больше идет из первых рук этой информации от первого лица, от высшего должностного лица региона, тем меньше шансов у фейкометов, которые распространяют басни, слухи, небылицы для того, чтобы нас всех привести в состояние тремора, паники. И еще раз последнее скажу. Коронавирус рано или поздно закончится. Важно, чтобы информационный вирус, которому, как оказалось, подвержено все человечество, не пустил свои метастазы настолько, чтобы мы не смогли излечиться. Потому что, ведь вы понимаете, по этим технологиям и методичкам, о которых говорят мои коллеги, можно, в принципе, каждые полгода сводить с ума все человечество. Просто каждый раз будут какие-то новые находки, там, да, про сети 6G, 7G. Вместо Билла Гейтса появится Марк Цукерберг, там, значит, потом Джордж Сорос и масса других разных персонажей, которые будут нас чипировать, зомбировать. Ну и дальше можно посмотреть еще массу всякой фантастической литературы. И вот не хотелось бы, чтобы вот все эти нелепицы находили миллионы и миллионы благодарных слушателей. Наша задача спасти, хотя бы
нас самих, жителей России, от вот этого информационного вируса, от инфодемии, информационной пандемии. Спасибо большое, Александр. Тимофей? Наша задача, как мы себе это видим, в том числе сформировать в обществе отношение нетерпимости к фейковой информации и к распространению всяких слухов и сплетен. Сейчас почему-то этого нет. У людей не щелкает в голове, что распространять фейки — это плохо, это общественно осуждаемая какая-то история. И мы в первую очередь, наверное, стараемся идти в направлении того, чтобы люди понимали, что фейки — это не просто какая-то там странная, какая-то не смешная история из мессенджера, да, или какой-то просто какая-то сплетня. Это проблема. Это проблема, это очень плохая история, и ее нужно осуждать, безусловно. Тем, кто распространяет фейки, нужно об этом говорить, что, дорогой мой, ты распространяешь фейки, это неправильно. И такое поведение, оно должно как минимум не встречать какой-либо поддержки у других людей, да, и какого-то приветствия. История с фейками, она общественно опасна, и она должна быть общественно обсуждаемой. Вплоть до того, что если кто-то в каком-то чате, это будет в чатах происходить еще в следующие несколько лет точно, начинает распространять фейки, чтобы окружающие его люди говорили ему, что он распространяет фейки. И это неправильно, это плохо. Сейчас, запостил и запостил, все прошли мимо. В таком случае, на этой очень правильной мысли давайте завершим наш эфир. Екатерина, Тимофей, Александр, большое спасибо, что уделили нам время и поделились интересной информацией. До свидания. Спасибо, до свидания. Коронавирус еще долго будет главной темой для обсуждения, но можно надеяться, что его распространение в мире скоро пойдет на спад. Но будут другие новости, а значит и другие фейки. Однако зрители нашей программы уже точно не поверят ни в одну подобную новость. С вами была программа «Честный разговор» и я, ее ведущая Ирина Ефимова. Не болейте и берегите себя и своих близких. До свидания.